Бәхет сүзен җирдә һәркем аңлый бит ул үзенчә. Бәхет сүзе илһам бирә җир йөзендә һәркемгә. Иске уен, кызык уен, йөзек салыш уены. Уч төбеңә йөзек салам, аңларсыңмы уемны. Кемдә йөзек сикереп чык. İskender'e ләктә İskender'e нинди җәза бирәбез? Билсен. Билсен, билсен. Все? Осторожней, патрон, видишь, на краю стола лежит. Какой лук? Только что поставил. Вот это? Готов? Снаряжение магазина поступить. Снаряжение магазина приступить. У вас там 500 рублей, да? Отдали 500 рублей. Все 30, посчитаем? Есть. Что у нас осталось? Скрывай еще вот это в спортивной форме, да, можешь? У меня еще есть такой спортивной форме. Шагать, да, ты как это, спортивный, что ли? Цирк или в парадной форме. Цирк, челочный бег. Надо сейчас все спортивно сделать. Ну а ты на что мне придется? На обед все равно не знает придется. Положи.
Ольга Маринова, так, после сразу кидаем на стол, хорошо? Пообщаться. Очень рада, что вы приехали в Экшурбинскую кадетскую школу. Мы, конечно, благодарим Айрату Фаязовича за предоставленную возможность. У нас сегодня была очень интересная тема. Вот от Римы Геннадьевны я узнала, что мы, оказывается, первый раз собрали замов по воспитательной. Вот так, первый раз в Чистополе за 6 лет моей работы вашим куратором. Обычно мы вопросы больше по учебной решали. Но я надеюсь, что вы сегодня получили максимальное удовольствие, заряд энергии, поделились опытом с друг другом, познакомились и будете дальше плодотворно работать, между собой общаться. Потому что когда человек сидит и не знает, к кому же обратиться с какой-то проблемой, а вот она есть, такая же кадетская школа рядом, в соседнем районе, с такими же проблемами, с такими же детьми, с такими же родителями, и, возможно, там есть какое-то решение другого психолога или зама. Поэтому я искренне вас поздравляю сегодня, можно сказать, праздник для нас. Вы увидели и материально-техническую базу, и те возможности. Конечно, они есть у нас не в каждой кадетской школе, но и всегда есть к чему стремиться. И какую работу проводить. Мне хотелось бы услышать обратную связь от кого-нибудь. Вот Дмитрий Владимирович сидит, я вижу, по глазам хочет сказать, стесняется. Что хочу сказать? Хочу сказать, что спасибо огромное, что, как говорится, встретили, научили, много чему подчеркнули здесь. Вот. Баню Василию построим. Обязательно такую учиться будем, стремиться к этому. Ну, это шутка. Есть, конечно, положительные, говорю, вот действительно понравилась здесь секция авиационного моделирования, очень развита хорошо. Работают и 3D принтеры, как работают, тоже очень много чего для себя. Вот. Ну, мы также в дальнейшем будем тоже планировать, как покажем, чем мы занимаемся, какие у нас направления. Спасибо. Ирина Геннадьевна, вы Уважаемые коллеги Экшурбинской школы, я очень рада за вас. Вот, понимаете, белая такая приятная зависть, в каких условиях вы работаете. Я очень рада за вас, за ваши достижения, за ваших талантливых, опытных, профессиональных педагогов, у которых горят глаза. Это вот очень важно, когда человек делает дело с любовью. Замечательно. Спасибо. Ну и мы принимаем эстафету. 30 ноября мы вас всех приглашаем в Тетюшскую кадетскую школу. Да, там условия совершенно другие. Но мы постараемся не упасть в грязь лицом. Семинар будет проводить Тетюшская кадетская школа по работе классного руководителя. То есть мы в этом году решили посетить каждую кадетскую школу. В период ковида мы вообще не выезжали и перестали общаться. Это очень важно. Получать положительные эмоции и заряжаться энергией друг друга. Давайте психолога послушаем. Какая школа у нас может высказаться? Скажите, пожалуйста, не стесняйтесь. Можно, да? Да, конечно. Что, вставайте. Собирать вас. Может, они вообще никому не нужны. Я педагог-психолог Черемшанской кадетской школы-интернат. Долго-долго добирались, но такую инфраструктуру, такое оснащение школы первый раз я вообще, наверное, вижу среди кадетских школ. Может, не во всех школах была, не в укор кому-либо. Но потрясающая школа, потрясающее оснащение педагога-психолога. Это на зависть, вот белая зависть, как сказал предыдущий коллега, это сенсорная комната. То есть наши детки – это особая категория детей, которые бы тоже с удовольствием побывали бы в такой комнате и получили бы эмоциональную разрядку. Но доп. Образование – это просто атас. Это просто супер. Преподаватели технологии, авиаконструирование – это у них комната, где они создают эти авиамодели, это что-то. Это мастерская, где у них реальная, виртуальная там комната пилота, да. Это тоже удивительно, очень интересно.
Все здорово организовано, спасибо. Чудесный мастер-класс педагога-психолога, который, конечно, был удивительно интересный, энергетически заряженный. Поэтому огромное спасибо всем коллегам вашей школы. Поэтому скоро, наверное, эстафета тоже дойдет и до нас, поэтому с удовольствием встретим. А Рафаэль Абдулхач, напишите, нужна комната. Да, Пишите. хочется, очень Елена хочется. Викторовна поддерживает, очень нужна в этом году. Спасибо. Тоже мало еще, как бы неопытная, но вот Римма Геннадьевна очень хорошо помогает. А меня удивило то, что вот в вашей школе, вот, оказывается, обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья. Это меня очень удивило. Вот. Да. Вот и у меня вопрос. Это в каждой кадетской школе? Возможно, да. Возможно. Или Нет, нет? нет. Тут есть условия. Здесь не, помимо условий, Икшурнинская кадетская школа, она единственная в этой деревне. Единственная. Только поэтому было принято решение, потому что этих детей, любой ребенок должен получать образование. Возить возможности нет. Хотя здесь есть еще школа с ОВЗ, но родителям это неудобно. Поэтому было принято решение еще предыдущим директорам, их по-человечески приняли, то есть это пошли навстречу и приняли в кадетскую школу. Но для них здесь созданы и условия, и написаны отдельные программы. Ни в одной кадетской школе ребенок такой учиться все-таки не может. У нас и в уставах у всех прописано, что в кадетскую школу отбираются дети первой, второй группы здоровья обязательно. И целью у нас все-таки есть подготовка к служению Отечеству, что подразумевает под собой все-таки физическую и психологическое, физическое и психологическое здоровье. Поэтому даже не думайте. Я очень рада, что попала сегодня сюда. И большое спасибо вам. День. Во-первых, я хочу поблагодарить Елену Викторовну вас за то, что приехали, за то, что поддержали, за то, что участвовали в нашем семинаре. Огромное вам спасибо. И мы очень рады приветствовать вас, во-первых, в нашей школе. Я думаю, сегодняшний семинар был полезен, плодотворен. И хочу сказать вам огромное спасибо, что вы приехали и посещали наше мероприятие. Огромное вам спасибо.